Всем привет! Сегодня мы на ифтаре в штабе татар, и сейчас мы узнаем настроение наших гостей. Поехали! Гюльнас, расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшнее мероприятие? Я знаю, что сегодня ты первый раз здесь, и поделись, пожалуйста, своим впечатлением. Да, мы сегодня с моими любимыми подругами, с Лейсан и с Дилярой, первый раз в штабе татар, хотя в Москве я уже проживаю более 8 лет. Нас пригласил тату-бачатовец Руслан Нигматуллин, он является одним из организаторов данного мероприятия. Если честно, это было очень трогательно, потому что я родом из Ульяновска и достаточно часто посещала такие религиозные мероприятия, но в Москве это вот было в первый раз. Очень интересно было прочувствовать атмосферу в штабе татар и башкир Москвы. Очень было интересно познакомиться с молодежью, кто посещает такие мероприятия. Также была очень интересная и поучительная речь от муллы. К сожалению, я не запомнила, как его зовут. Все мероприятие прошло в такой домашней, уютной обстановке. Надеюсь, мы здесь не последний раз. Все в наших руках. Сегодня у нас второй ифтар активистов штаба татар, и, в принципе, мысли только хорошие. Всех очень рад видеть сегодня. Надеюсь, у нас будет больше желающих присоединиться к организации ифтаров в следующем году уже, видимо. Вот. Мысли очень хорошие. Нас сюда пригласил наш общий друг, его зовут Ренат. Вот. И мы рассматриваем, на самом деле, возможность приходить сюда почаще. Да. Я вот женат, хочу супругу привлечь тоже на вот такую вот культуру татарскую, потому что мы же все-таки татары. А я не женат, может, наоборот. Да, а вот мой друг не Найду женат. себе здесь супругу. И мы с ним вот стоим, обсуждаем, может быть, кого-то найдет, Да. чтобы, потому что надо же Я нам. тоже так считаю. А здесь Во. возможно, кстати, найти? Вот даже не знаю. Да? Я А как определить? Вот, кстати, вы знаете, я сегодня вот пришел оно в первый само раз. как бы- вот я даже Не, я уже знаю. понял, я Да? уже понял, да. Ну что? Ну Да, всё. Котлы было. Всё, да, спасибо. Честно, мне на самом деле очень понравилось. Как-то все так уютно, по-домашнему. Единственное, просто такое необычное место в таком месте, на Таганской, как бы, я такой думаю, ничего себе, как бы. Ты жену себе нашел? Пока в поиске, в активном очень, потому что возраст уже обязывает. Он еще не нашел, он еще в поиске. Муслим-бой. Есть какой-то кастинг? Хорошо, что не сигма-бой. Кастинг, ну, нет, такого прям кастинга нет. Просто ты же смотришь на людей и определяешь, подходит тебе человек или нет. А сколько детей ты хочешь? Слушай, ну если честно, я бы хотел, наверное, побольше попробовать. Больше 3. Больше 3? Да, но это только мысли. Я не уверен, что я смогу это сделать. Не осилишь? Понимаю. Я не осилю, я в этом плане как-то не очень силен. А у нас в семье 5 детей. Серьезно? Да. Ого. Конечно, нужно познакомиться, нужно поухаживать, поприсматриваться друг к другу Ну, пожить какое-то мы же не время. допускаем даже такой мысли. Не, жить вообще я против. Я тоже так считаю. Да, я против. То есть никакой жить вместе. Ну, повстречаться, да, приглянуться, то есть понять, подходим ли. Встречаться это сколько примерно у тебя вот диапазон? 2-3 месяца, месяц, Ну, я думаю, надо неделю? полгодика, наверное, надо Полгодика? да, поприсмотреться. Но это зависит от того, насколько плотно люди будут общаться. Если каждый день там по 12 часов, то понятно, что это будет там за месяц хватит. Расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшнее мероприятие, как ты себя ощущаешь, как тебе? Мероприятие просто отличное. Спасибо большое организаторам за то, что создали такое мероприятие, где каждый может прийти, почувствовать себя как дома. Здесь так очень мило, очень просторно. Такая татарская культура, она наполняет. Мулу, которую позвали, было очень интересно, познавательно. Очень вкусная еда, поэтому любое мероприятие, которое проходит здесь, это всегда на высшем уровне. Да, я абсолютно с тобой согласна. А расскажи, часто ли ты посещаешь такие мероприятия? На самом деле, я бываю здесь очень редко. Наверное, сейчас уже как второй раз я попала на ифтар. Очень круто, что ребята постоянно что-то организовывают, буквально каждый день какие-то мероприятия, ифтары. Это очень круто. Что тебя вот вдохновляет, что тебя конкретно цепляет? Может быть, есть у тебя что-то такое? Здесь ты чувствуешь себя как дома, то есть здесь татарская музыка, царит татарская культура, еда, многие знают татарские песни, это как-то так вдохновляет, это так заряжает, и поэтому ты приходишь и прям чувствуешь себя очень уютно. А скажи, а какая твоя любимая татарская песня? Наверное, это будет Туганьяк. Как вам сегодняшнее мероприятие? Здравствуйте. Мероприятие вообще замечательное, но правда я здесь не первый раз. Я уже бывал тут, наверное, месяца 3 назад. Вот, и, когда я впервые попал сюда, честно говоря, я был удивлен, потому что столько людей собралось в этом прекрасном
месте, да, где собираются замечательные люди. И я пришел, был удивлен тем, что все эти люди, они очень тесно общались друг с другом и создавали какой-то уют, какую-то такую приятную, теплую атмосферу. Для меня татары это моя родная кровь, можно сказать, правда. Замечательный народ, улыбчивый, гостеприимный. Да, я их очень люблю, поэтому я здесь. А как вам сегодняшнее мероприятие? Вообще здесь как-то интересные люди сидят. Так я смотрю, они немножко увлекаются религией. И я на самом деле немного не так сильно увлекаюсь, я в основном как-то больше в работе, но посмотрев на людей, я думаю, возможно, как-то нужно в эту сторону больше обратить внимание. Объединяющая штаб-квартира. Место, где все соединяются и чувствуют эту атмосферу. Да, где создается уют, приятная атмосфера, приходите. Тут любого гостя принимают как родного, близкого человека. Вот это вот для меня очень ценно, правда. Как вам сегодняшний ифтар, как вам сегодняшнее мероприятие? Каждый ифтар, он отличается. Во-первых, отличается и хазрятами, и вагазем, и людьми, и настроением, да, настроением. Сегодняшний ифтар, он особый. Придал ему вот это такое мусульманское, такое вот мысленный хазрят. Сегодня был уникальный хазрят. Он выступил в 2 этапа, особенно вот после того, уже после нашей трапезы, после намаза, он еще здесь сел и практически целый час отвечал на вопросы. И настолько глубинно и грамотно была такая тишина. И этот хазрят, ну, наверное, ему так лет 75, да, так возьмем. Анас хазрят, по-моему, нижегородский, он тоже у Альбир хазрята. Он вот старо-татарском языке, значит, про это рассказал. У него вообще тема сегодня, я бы очень вам рекомендовал посмотреть наш прямой эфир, потому что вот эти его вагась, рассказы уникальны. Ну, в районе было сегодня 75 человек. Это уже 2-й ифтар, который организуют наши бывшие активисты. Они организовали сегодня вот этот ифтар. Он у нас по счету, по-моему, или 11-й, или 12-й, да. Вот. Завтра у нас студенты. На той неделе мы в Нижнекамске организовали ифтар. Прошлое воскресенье опять студенты. И вот эта вот молодежь, это наша молодежь, они здесь подружились, здесь формировался их характер, будем говорить, да. Поэтому это все плоды нашей деятельности. Вот то, что мы же их не просили, им никто не говорил, они сами решили, давайте мы соберем всех и организуем ифтар. Но это очень важно. У нас мусульманская организация, для нас очень важно, для молодежи духовность, благотворительность. Вот. Даже вот с бедных студентов мы собираем деньги. Да, мы от этого богаче не становимся, но у студентов вырабатывается эта помощь, что-то вот. И, во-первых, вот эти лица, эти глаза. Какая у нас замечательная молодежь. Такой молодежи нет нигде. Всем крепкого здоровья, честно, чтобы здоровье никогда никого не подводило. Это самое главное. Ну и, конечно же, бесконечного счастья. Счастья всем нам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите к нам на мероприятие и приобщайтесь к прекрасному вместе с нами. Спасибо за внимание, ждем вас.